В коридорах детской музыкальной школы тишина. Лишь из классов доносятся голоса педагогов и звуки инструментов. Здесь проходит очередной 3-й межрегиональный педагогический форум, в котором приняли участие все неравнодушные к вопросам современного дополнительного образования, ищущие творческие пути их решения и желающие обменяться опытом с коллегами. На форуме мы впервые. Нужно подчеркнуть высокий уровень этого форума. Форум, безусловно, нужная вещь. Здесь, вы знаете, мы встретились с очень многими педагогами, мы очень много спорили по поводу нашей теоретической базы. Ну, в общем-то, пришли к единому мнению. Это идеальный обмен опытом. И я считаю, что может даже и подумать о том, чтобы не межрегиональный назвать, а может быть даже российский, может быть года через 2, привлечь сюда еще с России, может быть даже из Подмосковья. То есть это вполне заслуживает такой конкурс, такого названия. Вот. Мы освещались в секциях баян-аккордеон. Мы приехали с супругом с открытыми уроками, я с аккордеонистом, он с баянистом. Получили, в общем-то, очень хорошие общение, прежде всего с коллегами. Это здорово, конечно. В рамках форума состоялись мастер-классы, открытые уроки, творческие встречи, концерты учащихся и студентов учебных заведений Ульяновской, Республики Татарстан и Чувашской Республики. Тепло отзывались гости о музыкальной школе и ее коллективе. Конечно, мы дружим с Лианой Анатольевной. Это гениальный совершенно хормейстер с уникальным совершенно подходом к звуку. Я ничего подобного не слышал нигде, потому что мы встретились в Чебоксарах на каком-то конкурсе, тоже мы туда приехали. И это был то ли сентябрь, то ли начало октября. У нее в хоре стояли совсем маленькие дети, 1 и 2 класс, в первом ряду. Дальше были постарше, но они пели таким звуком. В нашей хормейстерской профессии главный звук. Когда я сижу в жюри, мне достаточно буквально пару минут, чтобы понять, что за мастер передо мной и что он умеет. Потому что звук это, как у каждого скрипача есть звук своей скрипки, так и здесь то же самое. И поэтому у нее звук такой скрипки, что это больше никто не может. Лиана Анатольевна она просто гениальная. Она замечательный хормейстер. Я ее люблю, обожаю просто, не знаю как, за ее мастерство.
Творческое воспитание детей – это большая трудоемкая работа, с которой педагоги музыкальной школы справляются на отлично. Именно это подчеркнул в своем обращении к участникам форума, гостям и ребятам глава администрации Виталий Михайлов. Я очень рад видеть эти радостные лица наших детей. Я думаю, что когда в них душу вкладывают наши педагоги, из них получится толк. И многие наши дети сегодня занимают большие места и всероссийских конкурсах. Хотелось бы эту традицию продолжать и дальше. От себя чего хотелось бы пожелать? Детям элементарного, вот сегодня, как сказать, терпения, что ли, потому что учеба и труд все перетрут, как нам раньше говорили. А педагогам, чтобы радоваться успехам своих детей. Когда вы, я знаю, что многие из вас именно душу в этих детей вкладывают, и как алмаз ограняете их, дай Бог, чтобы этот алмаз всеми цветами радуги перекликался. Еще раз успехов вам творческих, удачи, ну и от себя здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Чудесные песни известных композиторов прозвучали в исполнении учащихся, солистов и хоровых коллективов, которые волшебным образом сняли усталость участников форума, залили солнечным светом сцену концертного зала. И каждый сидящий здесь получил массу ярких впечатлений. Марина Баринова, Павел Шевченко, Музыкальная школа.